Хороший врач – это не только тот, кто качественно лечит. Это специалист, который не забывает про человечность в своей работе. Деонтология в медицине не просто изучает проблему морали. Она устанавливает правила поведения для врачей и другого персонала, который работает с пациентами. В ходе семинара медработникам рассказали, как лучше понимать психологические особенности пациентов и эффективно взаимодействовать с ними. Очень важно, чтобы вот этот разговор остановить, сразу спросить: так, мы здороваемся и спрашиваем, что тревожит вас вот именно сейчас. Важно понимать индивидуальные особенности каждого человека. Одна из основных причин – оказание куда более квалифицированной медицинской помощи. Но недостаточно лишь различать типы пациентов. Это приходит как с практикой, так и с лучшим пониманием самого себя. Участникам семинара предложили здраво оценить свои положительные и отрицательные качества. Методика позволяет работать над личностным ростом. Каждый скажите себе, за что вы себе благодарны и почему вы считаете, что вы подарок человечеству. Озвучив свои качества, поблагодарите себя, потому что вы их несете в себе. И значит, делайте мир лучше таким образом. Идея провести подобный психологический тренинг пришла не случайно. Нередко пациенты жалуются на непонимание со стороны медицинского персонала. Сами врачи порой тоже не могут наладить продуктивный диалог с теми, кого лечат. Тренинг, как на мой взгляд, оказал такой положительный эффект. Были озвучены вопросы, как вести себя с пациентами, поскольку мы встречаемся с разной категорией, люди разные, с разными характерами. Но этика и деонтология не только об отношении врачей к пациентам, это также и о работе в коллективе. Райшат Погорова подчеркивает, между сотрудниками должны сохраняться уважение и взаимопомощь. Мы одна команда, и каждый из нас несет огромный груз ответственности за человеческие жизни. И только мы вот так вот плечом к плечу, когда мы стоим с искренним уважением, понимаем и пониманием относимся друг к другу, мы можем выдержать все испытания и облегчить нашу ту заботу, которой достоин каждый наш пациент. Центр ментального здоровья рассчитывает провести подобные тренинги и на базе других медицинских учреждений республики. Старт был дан с городской поликлиники в Карабулаке, на базе которой и расположен центр. Такие инициативы помогают сделать медицинскую помощь не только физической, но и душевной, создавая более человечную и поддерживающую атмосферу для каждого, кто приходит за помощью. Отметим, что грамотное взаимодействие с пациентами улучшает не только их состояние, но и эффективность работы самой поликлиники. Адам Гуражев, Мухаммад Индиев, Магаз 24.